Уважаемые коллеги, наша конференция, как уже говорилось, посвящена обсуждению проблем сохранения, возможности оживления и развития языков коренных народов нашей страны. Это важные проблемы не только для какого-то конкретного субъекта Российской Федерации, где компактно проживают те или иные коренные народы, но и для всей многонациональной и многоязычной России. Для того, чтобы суметь правильно понять, проанализировать и всесторонне оценить проблемы сохранения языков коренных народов России, найти верные, реалистичные пути их решения, эти проблемы нельзя рассматривать изолированно, как проблемы исключительно лингвистические, локальные и местные. Эту проблему необходимо рассматривать как комплексные, междисциплинарные, многоуровневые и многоаспектные, причем рассматривать в существующем сегодня в России и в мире контексте – историческом, социокультурном, геополитическом, экономическом, философском, цивилизационном. Для сохранения любого миноритарного языка, безусловно, важна политика государства. Для того, чтобы оценить федеральную политику всей России в отношении языков коренных народов, надо сравнить ее с политикой других стран. Для того, чтобы оценить языковую политику, которая проводится в том или ином субъекте Российской Федерации в отношении языков коренных народов, которые там компактно проживают, надо сравнить ее с языковой политикой, которая проводится в других субъектах Российской Федерации. Но ведь ясно, что не только политика играет здесь важную роль, но и позиция и деятельность самих языковых сообществ, носителей того или иного языка. Соответственно, для того, чтобы оценить активность, компетентность, приверженность делу сохранения языка своих предков, уровень ответственности и реальный потенциал самих языковых сообществ, надо сравнивать их с другими языковыми сообществами. Как начать это делать? Какие нужны для этого инструменты анализа, предстоит обсудить на нашей конференции. В России проживает около 145 миллионов человек, представляющих 245 этносов, из которых 100 – это коренные народы нашей страны. По разным оценкам, люди в России говорят на 300 языках, включая языки диаспоры и мигрантов. При этом, по данным Федерального агентства по делам национальностей, коренные народы России говорят на 265 языках и диалектах. Государственный язык России – русский. Его считают родным более 127 миллионов человек. Им также свободно, как и языком своего этноса, а зачастую и лучше, владеет большинство представителей иных национальностей. 13 миллионов нерусских граждан России считают русский язык родным. Это могучий язык с более чем тысячелетней письменностью. На нем создана великая литература, наука, система образования. Практически на всей территории России русский язык используется и как язык межнационального общения. До сих пор в этом качестве он используется и в республиках бывшего Советского Союза. Помимо русского, наиболее распространенными в России являются языки 4 самых крупных после русского народов: татарского, примерно 5,5 миллионов человек, а также башкирского, чеченского и чувашского, каждый примерно по 1,5 миллиона человек. Есть 9 языков, на которых говорят представители народов, насчитывающих от 400 тысяч до миллиона человек. Самый крупный народ в этой группе – аварцы, около 800 тысяч. А также идут далее языки кабардино-черкесский, даргинский, осетинский, удмуртский, кумыкский, якутский, марийский – 450 тысяч и ингушский – 400 тысяч. Есть 15 языков коренных народов, насчитывающих от 50 до 400 тысяч человек. Самый крупный язык в этой группе – лезгинский – 397 тысяч. Здесь же находятся языки следующие: бурятский, карачаево-балкарский, тувинский, коми, цыганский, калмыцкий, лакский, адыгейский, табасаранский, коми-пермяцкий, ногайский, алтайский, карельский – 53 тысячи человек и хакасский – 52 тысячи человек. Почти 40 языков коренных народов России в национальных республиках имеют статус государственных и официальных. В ряде республик государственными языками признаются 2 и более языков. В Кабардино-Балкарии статус государственного, помимо русского, имеют кабардино-черкесский и карачаево-балкарские языки. В Мордовии языки мокша и эльзи. Одно из уникальных мест в мире в отношении сохранения языков – это республика Саха-Якутия.
Здесь не только развивается язык небольшой титульной нации, якутский, но и сама эта титульная нация заботится о поддержании языков коренных малочисленных народов Севера. И венкийский, и венский, юкагирский, долганский, чукотский языки, несмотря на малочисленность их носителей, в Якутии признаны официальными языками. Уникален пример Республики Дагестан, где проживают представители более 120 национальностей, но не существует официально признанной титульной нации. Ее политическими атрибутами наделены 14 коренных народов Дагестана, языки которых принадлежат к 3 языковым семьям: Дагестано-Нахская ветвь, Иберийско-Кавказской семьи языков, тюркская группа Алтайской языковой семьи и индоевропейская языковая группа, семья. В Конституции Дагестана указывается, государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана, но при этом не дается перечисление ни дагестанских народов, ни дагестанских языков. Это обусловлено отнюдь не пренебрежением к этим вопросам, а напротив, слишком высокой их значимостью в данной республике. Жизнь здесь неоднократно доказывала, что любая попытка создания законодательно закрепленного, закрытого перечня народов и языков неизбежно вызывала волну протестов и принципиально неразрешимые споры. Сложность языковой ситуации в этой республике обусловлена еще и тем обстоятельством, что до сих пор до конца не определено, сколько языков насчитывается в Дагестане на сегодняшний день. Как правило, говорят примерно о 60 языках. Дагестан – это горная республика, и здесь шутят, что на каждой горе живут разные народы, и у каждого свой язык. Установление государственных языков в республиках в составе Российской Федерации не означает забвение языков иных народов, населяющих эти республики. В Татарстане много делается для сохранения культуры и языков проживающих там башкир, удмуртов, чувашей. В Чувашии много делается для татар, башкир, удмуртов и так далее. Аналогичные происходят и процессы в Башкирии. 3 эти республики, где коренное население тюркоязычное, мирно соседствуют с 2 республиками, где говорят на угро-финских языках – Удмуртия и Мордовия, и где также много делается для сохранения татарского, башкирского и чувашского языков. Более трети всех функционирующих на территории России языков – это 40 языков коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, насчитывающих менее 50 тысяч представителей. Среди них 3 языка нашего проекта. Вепский, примерно 8200 человек, Нивский, 5100 человек, и Ороки, Уильта, всего 350 человек. Все цифры, которые я приводил, носят примерный характер, они взяты из разных источников, так как данные переписи 2010 года тоже носят примерный характер, и многие из них устарели. По разным подсчетам в мире существует порядка 7000 языков. Точной цифры нет и быть не может, потому что порой очень трудно отделить язык от диалекта, и лингвисты это прекрасно понимают. Существует даже шутка, что язык – это диалект с армией. Кроме того, языковая картина мира очень подвижна. Каждую неделю в мире умирает один язык. Это происходит главным образом в силу объективных исторических причин. Ассимиляции, миграции, урбанизации, индустриализации, модернизации, глобализации и других. По оценкам ЮНЕСКО, к середине 21 века останется 50% существующих сегодня языков, а к концу 21 века останется лишь 10% языков. То есть всего 600-700 языков. Малые языки будут заменены доминирующими сегодня языками. А что уже сегодня происходит с доминирующими языками? В сегодняшнем мире почти во всех странах почти все языки, кроме государственных, являются маргинализированными. И это понятно и объяснимо. Языков в мире насчитывается порядка 7000, а независимых стран менее 200. При этом основных де-факто государственных языков в этих 200 странах реально намного меньше 200, так как большинство из них это бывшие колонии. И в качестве государственного языка у них выступают языки их бывших метрополий. Именно они используются во всех сферах, в отличие от местных автохтонных языков, даже самых крупных, использование которых зачастую ограничивается бытовым общением. Реальность сегодняшнего мира такова,
что представители не только малых коренных народов, но даже и больших народов, которые в своих странах являются миноритарными, в основном используют не свой родной язык, а другие языки, на которых говорит окружающее их большинство. Это те языки, на которых они получили среднее и высшее образование, на которых вещают основные медиа, на которых они получают важную информацию, а также иностранные языки, которые они изучали в средней и высшей школе. И в реальной жизни представителей миноритарных этносов эти другие языки для них не менее, а зачастую даже более важны, чем язык их предков, материнский язык, потому что они в основном выражают себя на более крупных языках. И владение этими языками является основой для их хорошего заработка, карьеры и благополучия. Рассуждая о многоязычии в мире, мы должны помнить о самых малых языках, на которых говорит от десятка человек до десятков тысяч, о средних языках, на которых говорит от сотни тысяч до миллиона человек, и о крупных языках, на которых говорят миллионы, десятки и даже сотни миллионов человек. Во многих странах Азии и Африки эти языковые сообщества составляют большинство населения. Однако их языки иногда зачастую не имеют официального статуса. Но даже если они имеют официальный статус, это мало что меняет в реальности. В современном мире почти все страны декларируют свою приверженность демократии, и в их конституциях и законах не только крупные языки, но и средние и даже малые языки имеют официальный статус. А в реальной жизни даже крупные языки мало используются или почти не используются ни в образовании, ни в других публичных сферах, хотя на многих из этих языков литература существует 1000, 2000 и даже более 2000 лет. Что будет в будущем происходить с языками, которые я называю средними и крупными? Какой видится их судьба? Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке. И это одно из фундаментальных прав человека. Человек может также говорить и выражать себя на любом другом языке, на том, на котором он считает это наиболее целесообразным. И это тоже его право. Существует право демократически избранных правительств устанавливать основные языки обучения. И существует также естественное право родителей выбирать язык образования для своих детей. Чего хотят родители для своих детей? Чем они руководствуются, когда выбирают язык образования для своих детей? Родители хотят, чтобы их дети жили лучше, в лучших условиях, более комфортно, чтобы они могли реализовать свой потенциал не только на локальном уровне, не только в пределах своего малого или даже сравнительно большого языкового сообщества, но и в масштабах всей страны и даже всего мира. Именно по этой причине все чаще и чаще, даже тогда, когда есть выбор, на каком языке обучать своих детей, родители отдают своих детей в школы, где преподавание ведется не на коренных языках и даже не на доминирующих региональных языках, а на основном государственном языке и даже на иностранных языках. Эта тенденция доминирует уже несколько десятилетий. Если эта тенденция будет сохраняться, а она, на мой взгляд, будет сохраняться и даже усиливаться, то уже через пару поколений многие, даже крупные письменные языки постепенно будут вырождаться в преимущественно устные языки. Это большая угроза нашему сегодняшнему многоязычному миру, и она быстро разрастается в наших глазах. Мы совершенно недооцениваем последствия процессов сокращения использования средних и крупных языков в образовании. Говоря об этом, я имею в виду не только крупные европейские языки, на которых создана великая литература, культура, наука и образование планетарного значения – французский, русский, немецкий, испанский, португальский, итальянский. Но это еще и крупные африканские и азиатские языки, в частности, индийские языки. Например, язык челугу и тамильский язык, имеющий в Индии официальный статус. Челугу – это язык, на котором говорит более 100 миллионов человек, и на котором литература существует более 1500 лет. На тамильском языке в мире говорят 75 миллионов человек, а литература существует более 2500 лет. Тамильская литература более древняя, чем любая из европейских литератур. Все эти крупные языки уходят в тень английского и все более выводятся из сферы образования, науки, бизнеса, туризма, политики и медиа
даже в странах их происхождения, то есть маргинализуются. Хорошо, что есть английский язык, на котором мы все можем общаться, хотя и на поверхностном уровне. Но плохо, что мы мало думаем о судьбе других крупных языков. Их продолжающаяся маргинализация может вылиться в серьезные изменения и потери идентичности даже крупных народов, в потерю огромного количества понятий и смыслов, которые ни на каком другом языке нельзя выразить. В более отдаленной перспективе, через пару сотен лет, по оценкам выдающихся лингвистов, которые следят за общей мировой ситуацией, на Земле может остаться всего 10-15 языков. Какие это будут языки? Английский, китайский? И будут ли это языки в сегодняшнем понимании? А может быть, это будут беззвучные и бессловесные коммуникации киборгов в результате технологических усовершенствований нашего тела и интеллекта? Имея перед глазами такую перспективу, для меня очевидна необходимость изучения и преподавания большего количества иностранных языков в системах образования. Но сегодня мы наблюдаем сильнейшую конкуренцию в сфере использования и изучения иностранных языков. Я бы даже назвал это мировой войной за языки в образовании. И не только в образовании. Приведу такой пример. 30 лет назад почти 90% жителей Вьетнама изучали русский язык. В сегодняшнем Вьетнаме 99% школьников и студентов изучают английский язык как первый иностранный. Доля всех остальных языков мира составляет 1%. Доля русского языка менее 0,03%. Сегодня мы возлагаем большие надежды на языковые компьютерные технологии, которые создают новые удобства и облегчают коммуникацию между людьми и народами. Всеми языковыми технологиями сегодня полностью оснащен только один язык – английский. В это инвестируются колоссальные средства, в том числе и потому, что через язык контролируется картина мира, сознание и поведение людей. Все другие крупные языки оснащены языковыми технологиями в гораздо меньшей степени. К сожалению, и в России сегодня существует колоссальный крен в сторону английского. Мы очень мало учим французский, испанский, немецкий, португальский, итальянский, не говоря уже о китайском, японском, корейском, персидском, турецком, арабском и многих других языках. К каким это приведет последствиям для России? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в России должны получить серьезное развитие такие науки, как лингвополитология, экономика, философия, этика и футурология языковой сферы и многоязычия. Российскую политику в отношении сохранения языков и уважения к культурам коренных народов нашей страны можно назвать образцовой в сравнении с политикой других крупных многоязычных стран. Но объективные данные свидетельствуют о том, что количество активных носителей миноритарных языков в России, как во всем мире, тоже снижается. А это, в свою очередь, указывает на то, что весь комплекс предпринимаемых у нас мер, по-видимому, оказывается недостаточным. Этому можно дать разные объяснения, в том числе и такое. В России, в отличие от многих других многоязычных стран, практически все многонациональное население владеет общегосударственным языком, русским. А подавляющее большинство детей нерусской национальности практически с рождения являются билингвами. В такой ситуации объективно сложно дать ответ на вопрос, почему важно сохранять языки миноритарных народов, в особенности коренных малочисленных народов. Зачем этим народам сохранять свои языки в условиях, когда единственным языком, на котором можно полностью реализовать себя в любой профессии, на любом уровне и масштабах всей страны, является русский? И знание своего родного языка, по большому счету, в этом плане не является необходимым и обязательным. Помимо объективных причин, у процесса угасания малых языков во всем мире есть и субъективные причины, среди которых можно выделить пассивность самих носителей этих языков, недостаточность мотивации к сохранению своего языка, ведь это дело трудоемкое, требующее больших интеллектуальных и временных усилий, дорогостоящее и часто неблагодарное. Отсутствие необходимой самоорганизации внутри языковых сообществ, отсутствие ясного видения перспектив, иллюзий, заблуждений, предубеждений и прочее, инерционность образовательной и научной среды и недостаточная развитость информационно-просветительской, организационной и институциональной инфраструктуры. Для того, чтобы нам улучшить положение вещей, необходимо вывести на качественно новый уровень информированность специалистов
и языковых активистов о состоянии, проблемах и передовом опыте поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира, прежде всего многоязычных, таких как Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия, ЮАР, Китай, а также об инновационных мерах, предпринимаемых в этих странах и в разных регионах России по сохранению этих языков на политическом, организационном, научном, образовательном и технологическом уровнях, в том числе с использованием передовых языковых компьютерных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Уважаемые коллеги, в завершении своего доклада я хочу особо подчеркнуть следующее. Разнообразие языков, на которых говорят народы России, во многом обуславливает то большое богатство знаний, которыми обладает наша страна. Языки отцов, дедов и прадедов представляют большую ценность не только для тех, кто на них говорит, но и для тех, кто на них уже не говорит, но ощущает при этом неразрывную связь со своими предками, создавшими этот язык, и от этого ведет отсчет своей идентичности. Языки являются уникальными инструментами для понимания, анализа и описания действительности. Они формируют картину мира и отражают исторический опыт народов. Языковое разнообразие, как и культурное и интеллектуальное разнообразие, является важным, хотя, на мой взгляд, и недостаточно осознаваемым активом и конкурентным преимуществом России. И нам надо это конкурентное преимущество сохранять. Спасибо за внимание.